Мы в эфире. Ассаламу алейкум. Дедик Дуэль, Аят Маша Уоль. Маршал Хилделик, Машарга. Валикум салам. Всех, друзья, приветствуем. Сегодня у нас стрим, как обычно, на чеченском и русском языках. Вот я и не написал, места не хватило в названии, чтобы написать. Стрим у нас на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, 223. Сегодня 12 мая 2026 года, 19 часов 1 минута по Брюсселю и, соответственно, 2 часа 1 минута по городу Джохару. С нами, как обычно, по вторникам и по субботам Аят Эдигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственный легитимный орган власти чеченского народа, который представляет Аят Эдигов, Алла Дудаева и другие их соратники. Сегодняшний стрим называется просто «Платформа открытого диалога». Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. И слово вам, Аят, хоть я говорю на русском. Ассаламу алейкум, хамим махкой. Ежери. Полсила уайцан печедек долшумдо. Раска мата дүйцü doğarar, on dүйцü elçe, raska mata. Vay çüğür dal humşluy. Vay eylaha tsıheçe umdoçtu huma. İzoy vaş dizdiyeşdu. Ama derik dünyanın diyeş vay gol hoşlu ve eylatsat vay mata amelditşe. Da okar net salyeç deşlu ve laçin sağumadat. Sunde вашин матах амерлешлу. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас очередной стрим, как сказал Аслан. Ну и поговорим о том, что происходит в мире, поговорим, что мы думаем об этом, и о наших делах, связанных с признанием внутренних таких проблем, которые надо решать, без которых нам никуда не уйти. Но прежде всего скажем о том, что происходит в мире, что говорит Трамп, что говорит Европа, закончится ли война и закончится как она, война против Украины, которую мы тоже ожидаем также с большим вниманием и желаем победы, конечно, Украине. Что интересно, здесь, когда по телевидению где-то там выступает русская пропаганда, и генералы или пропагандисты начинают говорить, что такое террорист? Террорист – это который бьет по домам, который убивает мирных людей. А для чего это? А для того, чтобы весь мир знал, чтобы шум подняли, чтобы все знали, чтобы они давили на власть и все такое. Как раз таки они это говорят о себе, то, что делают они сами. Я имею в виду имперская Россия нынешняя, которая делала это против нас. И 5 агрессиях, которые они против нас развернули. Они били по нашим домам, они били по нашим людям. Даже не пускали, если где-то они в поле или на остановке, они их преследовали, расстреливали детей, женщин. И это известная такая ситуация. И они здесь вообще не понимают. Понимать-то они понимают, это для внутреннего пользования, чтобы поднять дух якобы против Украины, и что она единая, и все такое. До какой, знаете, низости и до такого лицемерия доходит власть империи, которая пытается себе все подчинить. Раз. Второе, пытается сохранить власть. 2. И 3, хочет во всем мире выглядеть, как будто она соблюдает все те правила, которые приняты в мире. Что говорит Трамп? Трамп снова грозит Ирану, потому что Иран говорит, что мы не согласны с вашими предложениями. Давайте, мол, никакую там уран мы вам не отдадим, вы должны все наши требования выполнить. Иран заявляет такие условия, которые передает ему Трамп. Иранский там спикер парламента, он такой заявил. Будет ли на этот ответ? Да, ответ был, и
Трамп говорит, что нет, никаких разговоров не может быть, вы сумасшедшие, мы вас победили, вы должны сдаться, давайте отдайте нам этот уран, и мы все так и будем, значит, на этом и покончим. Мгм. Теперь вот Иран говорит, нет, мы будем этот Армузский этот пролив держать, ничего. Трамп говорит, я сейчас направлю туда людей, направлю туда своих военных, они вам, мол, покажут. Ну, так по-простому вот так вот объясняется Трамп. И одновременно сейчас вот происходит то, что сейчас вот Путин, вернее, Трамп полетел в Китай на встречу с Си Цзиньпином. Вот они там будут обсуждать, что-то говорить. После этого, он, говорят, тоже заявили, что он будет встречаться уже с Путиным, потому что его этот посланник Витков уже договорился был у Путина, тот они договорились встретиться. А после этого они хотят еще втроем встретиться. Может быть, из этого что-то получится, чего-то получится, может быть. Так можно полагать. Но я думаю, свое мнение скажу, что они могут какую-то там, ну, скажем, хитрость со стороны проявить, особенно если это в пользу Кремля, режима имперского, который сидит в Москве. Вот здесь вот такая вот ситуация складывается. Видимо, здесь, мне кажется, я тут говорю, что вот приближается ситуация, цены на нефть, на газ, на продукты, все растут. И в этом плане они могут немного, как говорят, заднюю дать все. Мгм. Но здесь заднюю не хочет давать, как я понимаю, не хочет давать Иран. Иран настаивает на своем, мы там будем вас сейчас бомбить, все там не пропустим, все такое. В общем, вот такая встреча будет сегодня в Китае, и Китай тоже там якобы с ним может вопрос решить, утверждает, скажем, пресса американцев утверждает, и все говорят, что может быть, вот такое может быть. Ну, в то же время мы видим, что украинцы говорят не пяди земли назад, не на шагу назад. Они должны убраться и убраться и убраться, никаких. Настроение украинцев совершенно другое. И мы поддерживаем. Лично я очень тоже это поддерживаю. Они должны убраться с территории, которую они оккупировали. Они должны убраться со всех территорий, которые оккупировали. У них своих территорий достаточно, больше, чем в любой стране мира. Любую страну возьмите в мире, 2-3 раза, а то в 10 раз больше у других, чем стран, у них территории. И они лезут, лезут и хотят. Наверное, снова хотят во всем мире коммунизм установить. Как говорят, мы везде во всем мире установим коммунизм. Партии там свои организовывали. Даже в Америке у них была коммунистическая партия, которую они питали. Да-да. Ситуация вот так вот напрягается. И здесь еще появилась Армения, которая заявила, что она теперь войдет в Европейский Союз. И Путин здесь разошелся, как это так, вы не можете, если вы там пойдете в Европейский Союз, будет, мы, смотрите, что мы сделали в Украине, и вам сделаем армянам, армянской власти, они говорят это. Ситуация вот такая напряженная, с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, что это как раз ближе к развязке. Развязке, которая идет к тому, чтобы было так, что России придется убраться оттуда. Развязки, которой придется, наверное, Путину тоже убраться оттуда. Путина, видимо, они сместят, чтобы там не говорить, это неожиданно делается. Все к этому идет. Наверное, внутри у них даже есть какие-то там расчеты, которые кто там станет, не станет, или он уже, наверное, подбирает кого-нибудь, чтобы уйти оттуда и потом сохранить себя, как сохранил себя Ельцин. Помните, как это было? В общем, вот такая, значит, обстановка в мире и обстановка вот это вот, то, что вот происходит, скажем, на постсоветском пространстве, которое для нас, мы всегда думаем, конечно, когда мы там говорим о Украине, о других странах, мы всегда думаем о том, что чеченский народ в рамках современного международного права создал свое государство. И оказывается, для чеченского народа это международное право не существует, если спросить у всех остальных.
Это не существует и для остального мира, и международного права, для европейских стран, Евросоюза, ПАСЕ. Почему? Мы задаем этот вопрос. Почему не существует? А Грузия нас признала после того, как мы создали свое государство, вышли из этой страны сразу, 13 марта 92 года признала. Теперь начали говорить, я повторюсь, что вот они говорят, Гамсахурди был незаконный. Как же он был незаконный, если очередной президент, который, то есть если он был избран, почти 90% всего населения за него голосовало, он стал президентом по праву, как это должно быть. А затем, после того, как Шеварднадзе, которого насадила Москва, был убран и пришел Михайко, как говорится, Саакашвили, их парламент принял решение о том, что все решения, принятые, скажем, Верховным Советом и президентом Гамсахурди, их легитимны и имеют силу. И нам это хотят подсунуть, сказать, что это не так. Потом, значит, когда вот сейчас Украина в 22 году признала, что наша территория, Чеченская республика Ичкерия, незаконно оккупирована, и осудила геноцид чеченского народа, тоже вот, да, это не признание, все. Нет, я вам скажу, что это признание, даже косвенное признание, оно является признанием. И многие наши здесь деятели, которые сейчас здесь вот по всему, как говорится, миру или там где-то там светятся, говорят, да, это не признание, говорили. Сейчас они тоже подстроились под это и говорят, да, это признание, мы благодарим вас, медали раздаем свои, которые они сами придумали. В общем, такая ситуация идет, и в то же время они раздают эти медали, я вам должен сказать, и в этих медалях и документах они только одну ошибку допустили. В герб, который там у них в медалях или в их документах, не наш, не чеченский. Посмотрите, и у нас есть специальное постановление, которое принято нашим парламентом, там наш герб с пятиконечными звездами. А эти не догадались и сделали девятиконечными. И тем самым себя, как бы, выдали в этом даже плане. Уже не говоря уж о том, сколько натворили всякого, значит, другого, значит, дилетантского, как говорится, процесс, который они делали. Правда, никому дела нет до этого. Ни, скажем, ни европейцам, ни, скажем, Америке, ни в остальном миру. Почему? У каждого свое дело. Мы должны разбираться, мы должны сами понимать, что происходит. Мы чеченцы. Мы граждане, наши чеченцы, которые создали свое государство. Мы сами должны понимать и говорить, вот что это такое и как это происходило. Если мы это не будем говорить, кому дело до нас? Нам разве дело есть до какой-то страны, которая в Африке или в Америке, там в Южной, Северной? Мы слушаем просто так, но переживаем за людей и все такое. А чтобы разбираться в деталях и увидеть это не так вот просто, не у всех свои дела. Так что вот такая ситуация. И поэтому я думаю, что об этом все можно говорить и говорить. Давай, Аслан, перейдем к вопросам. Потому что я уже минут 10 говорю, по-моему, больше. Я бы хотел по поводу, сейчас я перейду, Асланбек вопрос там пишет, и у меня есть вопросы. Я бы хотел один вопрос уточнить. Вот вы сказали, что они ошиблись с девятиконечными звездами, потому что у нас пятиконечные, об этом мы уже 100 раз, наверное, говорили, что есть на законном основании, что у нас пятиконечные звезды. Но исходя из того, что так много появляется вот этой атрибутики именно с девятиконечными, они продаются. Вот там, в Казахстане там есть люди продают, потом есть здесь в Европе продают. И так много распространяют именно девятиконечные, что иногда у меня закрадывается впечатление, что они это делают не неумышленно, а умышленно, чтобы вот стереть грань. И знаете, как они объясняют? Я вот там читал в комментариях, они говорят, это сатанистский, пятиконечная, это пентаграмма, это сатанистский знак, как у американцев. Поэтому это должно быть девятиконечное, а не пятиконечное. Может, они это умышленно делают, чтобы навредить Ичкерии? Ну, в любом случае, как бы это ни делали,
Я хочу сказать другое. Если они признают наше государство и признают атрибутику нашу, которая сказана специально в Конституции, что это преступно не может делаться, так? Они показывают, что они борются не за нашу, скажем, проблему, пытаются решить, а какие-то другие проблемы решают, из которых следует якобы, что Чеченская республика, Ичкерия, это не независимое государство, а является частью России. Наша республика оккупирована незаконно после 5 агрессий, которые она совершила. Они это делают. Так что здесь гадать даже не стоит. Ясно, вот, что к чему это приводит. Вот здесь о чем речь в основном, я думаю. Ну, что еще к этому добавить? Мы должны действовать все, как мы должны действовать? Мы должны строго действовать в рамках Конституции, которая принята на основе международного права и декларации общенационального съезда чеченского народа. Да. Вот как мы должны действовать. И потому что Советский Союз разрушили, и после этого бывшая наша страна, государство, которое было до Советского Союза, мы имели право ее восстановить, как и другие государства. Пусть наша территория небольшая, но в то же время, я скажу, около 40 стран мира, которые являются членом Организации Объединенных Наций, они по территории меньше нашей и по количеству населения меньше нашей. Поэтому в этом плане мы должны с вами бороться. Как бы что ни происходило, наш народ должен бороться. Наши молодые люди это должны понимать и должны в этом направлении двигаться. Ни шагу назад в этом направлении не было никогда, чтобы вот так вот, значит, мы по праву, наш народ как это сделал, на основе общенационального единства нашего народа. Принял это все, а нас пытаются как раз сбросить пропасть, чтобы мы от этого отказались. И эти люди, которые мы говорим, мы знаем, о ком идет речь, они везде писали, они принимали документы, и масса документов, это мы можем сейчас показать. Кстати, ссылку на это тоже мы давали, сейчас дадим, где они прямо там говорят, что прямо или косвенно они выражают то, что, оказывается, мы являемся частью России нынешней. А ведь этой России и не было, когда мы объявляли эту нашу страну, приняли свою конституцию, и наша Грузия признавала, еще этой России, в ее нынешней территории ее не было. Они ее начали создавать только с 31 марта 1992 года. Потом, учитывая вот этот момент, мы должны понимать, где наше право, и наши люди должны это понимать. Не надо обманываться нам всем. Особенно те, которые могут читать, писать, которые за это переживают, они должны это знать. Вот как обстоит дело, понимаешь? Да, согласен. Давай, если вопрос еще, давайте. Так, Асланбек, что вы думаете об интервью, которое дала бывшая работница Зеленского, госпожа Мендель, Юлия Мендель, в интервью Такеру Карлсону? Я ничего не думал, потому что я не слушал это, что там было. Ну, она рассказывает о том, ну, вот основные тезисы, которые она говорит, что Зеленский и вот они, и Ермак, когда приходили к власти, что они приходили навсегда, что диктатура – это порядок, говорит Зеленский, что демократии украинцы еще не готовы. Это основные два принципа, которым придерживается Зеленский и Такер Карлсон. И, знаете, очень серьезное интервью, вам обязательно надо посмотреть, там прямо и... А когда это было, это интервью? Когда это было? Сегодня. Вот только я не слушал, поэтому я не знаю. Да, сегодня оно вышло. Оно еще на английском есть, но есть, можно уже и так послушать его и с переводом. И она там и про наркотики, ну, про все просто. Уничтожает. Она говорит, что украинцы уже устали, они заканчиваются. И что нужно хоть отдать Донбасс, но хоть что-то сохранить Украине, потому что фактически Зеленский уничтожает вместе с Путиным, уничтожает украинский народ, они говорят. О том, что Зеленский такое заявляет, есть доказательства у нее или просто от ее мнения? Или она слышала на стороне? Она у него 2 года работала советником. Ну, она это работала, тогда она должна была хоть представить какое-то доказательство.
потому Нет, что у это нас только тоже, голословно. да, Пока у нас, голословно. у нас тоже есть очень много разных разговоров без всякого доказательства. Вот одни у нас там обвинили президента Умарова, что он создал свое государство за 500 миллионов долларов и все такое, а нигде не было никакого доказательства. И на этой основе, на этой своей, значит, трепне, извините за выражение, объявили себя руководством нашего государства. Да. Поэтому эту вещь не надо, мы не должны быть такими. Может Ну, быть, она думает, что, сказав это, где-то какой-то плюс себе приобретет. Она не понимает, что ну, я думаю, государство... она себе проблемы приобретет, потому что, Послушай, ну, она не да. понимает, видимо, что эти разговоры не идут значит, в одну, как говорят, струи, потому что это народ избирает власть в Украине, не как в России. Да. Это народ уже который раз избирает своего президента и Раду. Украинский народ выходит, и когда там проблема возникает, народ даже в военное время выходит и протестует. Помнишь про эти всякие, значит, коррупции, все, народ вышел, Вот даже в военное время. как Так что раз здесь, мне сегодня кажется, это и лишний разговор. как раз сегодня избиралась мера пресечения ближайшему соратнику, другу, Ермака, да? как его называет швец, известный блогер, как его называют, Аманский, Патрушевский Да-да-да. Ермак. Да, да. Ему избирали меру, не знаю, что ему там избрали, но такая чушь, конечно, прозвучала. 4 миллиона долларов можно дать залог, там украл около 100 миллионов или там около 10 миллионов, но Да, я достаточно слышал. Я слышал 4 это. миллиона залог Мгм. и гулять дальше. Но Да-да, я ну, реально, ну, смотрите, я понимаю, что вот вашу позицию для меня абсолютно понятна, но я бы хотел бы с вами немножко поспорить на эту тему, ну, то, что немножко возразить вам. То есть я имею в виду, что, смотрите, Верховная Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия, вроде бы должны были там реально искать с вами, через вас все это делалось, настоящие юристы делали, как это положено, потому что закон есть закон, правило есть правило. И после этого какие-то люди приглашают человека, который абсолютно является анти-ичкерийским, античеченским, который, Закаева я имею в виду. И таким вот образом реальная помощь от чеченцев, которая была бы в 10 раз больше, если бы там появилась бы настоящая ичкерийская армия, настоящее ичкерийское правительство, то мы все бы поддерживали бы. Я бы днем и ночью только об этом и трубил бы на своих каналах. Но мы же видим, как все происходит. Это же тоже нельзя отрицать. Ну, какой Очевидно. вопрос у тебя? Я просто возражаю вам по поводу того, что Возражаешь. да, Но ты же понимаешь, что мы об этом говорим, об этом сообщаем, об этом знают все, об этом знает и правительство, знает и Рада, знает и многие политики. Мы выступали, говорили по разным каналам России, правда, очень мало, то есть Украина очень мало, так? Нам даже не дают слова там сказать что-то. Говорят, если скажете против чего-нибудь этих людей, то вас, мол, типа могут и выключить. Но я думаю, что это связано с той политикой, которая проводится, потому что там тоже разные движения. Есть и какая-то политика, которая говорит о том, что нужно использовать этих людей, там, они же добровольцы все. Мы говорим, а какую армию там мы можем создать? Практически никакую. Это добровольцы, которые ну, там. добровольцы, да, я имею в виду про правительство, я не про воинов. Я И просто думаю, правительство, воинов было бы больше. ну и правительство, это все уже вопросы того, после, как говорится, взаимного признания или признания нашего государства. Они, в принципе, об этом уже приняли решение и отправили документы во все, так сказать, мировые, международные инстанции, во все страны. Конечно, По крайней мере, так написано. конечно. Поэтому здесь этот вопрос как раз-таки является тот, чтобы мы, как бы вот эта власть, которая сегодня здесь в Украине, нас толкает туда, чтобы мы против них там что-то сказали. Нет, мы против ничего не говорим. Власти бывают всегда
какие-то ошибки, бывают какие-то отступники, бывают какие-то, значит, недомолвки, непонятки, бывает давление, мы это понимаем. Но главное другое, что в главном направлении власть Украины движется правильно. Она защищает свое государство, свою территорию и бьется против этой империи. От ее успеха зависит будущее и на всем постсоветском пространстве. А мы считаем и будущее чеченского народа тоже. Если она проиграет, мы все можем оказаться еще дальше от той, скажем, цели, которую мы сегодня преследуем. Вот так, мне кажется, в этом вопросе. Поэтому мы не будем говорить, да, мы не можем изнутри понять, что там происходит. Не можем. Мы можем только предполагать. А предполагая, как эта женщина, о которой ты говоришь, все предполагает, сказать, у нас никаких доказательств нет. Поэтому мы желаем успеха президенту Зеленскому, всему, значит, украинскому правительству и, конечно, народу победить, изгнать этого противника, чтобы он убрался с этой территории, и тогда с этим делом разберется, я думаю, и в самой России русские и другие народы будут разбираться. Пусть так вот будет это. Остальные дела по-другому. Что еще, Аслан? Хорошо. Ну, а как вы считаете, что возможно с Путиным и с Россией в России? Там вот этот переворот, который тихий может произойти, он насколько вероятен, на ваш взгляд? А то начали о нем снова говорить разные Ну, блогеры. я здесь, собственно говоря, ничего не могу сказать, кроме того, что тогда может возникнуть ситуация, потому что когда это произойдет, то, что сейчас мы говорим, они потерпят поражение, тогда Путин будет искать, кто виноват в этом. Это, конечно. А те, которых он будет обвинять, примерно, они могут уже заранее тоже могут тоже против него выступить. Вот что я думаю. А как получится, мы не знаем, потому что там может быть тоже всякое. Но главное то, что Путин должен уйти, и тогда туда придет, наверное, другая власть. И, наверное, переформатируется эта власть, так далее. А здесь сидят, как мы знаем, если там это то, сё, то, может, там на Дальний Восток хотят Китай себе подсел сидеть там. Другие дела, все мы это примерно из истории знаем. Поэтому здесь гадать сейчас не приходится. Ну, даже если другой придет, смотрите, даже так называемая оппозиция здесь в ПАСЕ, там все такое, Ходорковский имперец, фашист, Фейкин, там его начальник сидит пожизненно в Гааге, который Радко Младич, военный преступник. Вот разные другие тут разные там клоуны, которые выступают, там появляются. По идее, это все имперцы и все пророссийские фашисты. Даже если кто-то, не говоря уже там, что происходит, тут вроде бы такие все оппозиционеры, такие борцы с режимом, все такое, они ничем не лучше вот этого же фашиста и военного преступника Путина. То что изменится? Для нас точно ничего не изменится. Может быть, для какой-то там группы оппозиции что-то поменяется? И для Запада? Снова ты об этом. Но я хочу сказать тебе дальше. А ведь скажи мне, вот так вот поступила Россия, когда развалился Советский Союз, с точки зрения международного права, все народы имеют право на свою государственность, так? Да, да. Почему они согласились только с этими 15 бывшим союзной республики, а остальным народам, и, например, нашей республики, посчитали, что она должна быть частью России? Почему они передали все это атомное оружие этой России, передали территории этих республик России? Так здесь в этом принял участие, скажем, Запад и остальной мир. Где же это международное право, где это? Вот о чем мы должны. Мы должны, вот имея вот эти вот основания, принцип международного права, должны бороться за это. Вот в чем дело. Здесь тоже мы видим не все гладко. Поэтому мы здесь должны за это бороться, отставить наше право, должны решать эти проблемы. Так что здесь это не одностороннее движение. Если бы, когда мы создали свое государство и все как надо сделать, и если нас бы поддержал, скажем, Запад и другие страны,
Да, вот чеченцы, они создают свое государство, и они вот суверенное, независимое, демократическое правовое государство. То тогда сегодня бы, может быть, и не было бы вот этой бойни в Грузии, Украине и там далее. Может быть так, да. Значит, если мы не соблюдаем те решения, которые мы сами принимаем, потом оно вот так выливается. И кому это нужно? Значит, какие-то недомолвки или какие-то другие интересы двигают всем этим. Поэтому мы как раз таки стоим не только против того, что изгнать эту Россию с Украины, так, а и за то, чтобы изгнать ее со всех территорий, которые она оккупировала. Вот в чем вопрос, Аслан. Мне так кажется. Поэтому мы должны здесь действовать не так вот в какой-то оскорбительной форме, а в такой, значит, дипломатической и в той форме. А то, что ты говоришь, что они там собрались в ПАСЕ и вот это все разговаривают, Карамурза и, как ты сказал, Другие, да. Фейгин и другие, все эти люди, они действительно, они против Путина, да, но они не против империи. Они хотят, Империи. да, они хотят там прийти и сесть. И тот же там, который называет там этот, вот этот большой деятель, Чингачгук, который кричал, мы там то сделаем, это, а чечен мы вам это захватим. Да, эти вещи надо быть очень осторожным, понимаешь, в этом плане. Но в твердом направлении действовать. В твердом направлении. Вот посмотри, у нас эти люди, которые себя объявили властью, да, они везде там ходят, всем награды раздают, паспорта раздают, говорят, вот мы единственные, мы это, предлагают мне снова с ними сесть, разговаривать. Вчера тоже был разговор, вот давайте садитесь, мол, где-то там, поговорите, почему ты не хочешь. Так я же уже объявил, что я готов с ним открыто по, скажем, по интернету или как угодно разговаривать. Мне скрывать нечего. А если мы что-то есть скрывать, почему я должен прятать то, что ему нужно? Вот в чем вопрос. И поэтому я еще раз Закая и его команду призываю, откажитесь от этой всей, как говорится, линии, которую вы проводите фактически в пользу Кремля, и вернитесь в конституционное поле. И давайте тогда это будет как раз-таки у нас, мы тогда объединимся. Но объединимся по тем правилам, которые должны быть в соответствии нашей Конституции. И все те нарушения, которые вы сделали, они будут просто пока что, они не то, что пока что, они незаконны с точки зрения нашего государства. Вот смотрите, Конституция, и здесь есть статья, да, конституционный закон, которого из Конституции убрали, демонстрируйте. А здесь прям сказано, что всякий тот, кто ведет переговоры с Россией о статусе Чеченской Республики, а вы вели это с ними, и говорили, что власть, которая находится там, оккупационная, что она легитимна, или другие столько. Если вы это все дела совершили, то давайте, значит, знаете, что вы совершили эти отступничества, и вернитесь в конституционное поле, откажитесь от своей этой. И тогда мы здесь на Западе везде будем делать работу, и наши все граждане, которые здесь есть, будут действовать. Некоторые понимают, что здесь на Западе должно быть какое-то правительство или какой-то там кабинет министров. Это не обязательно, чтобы здесь создавать кабинет министров. Нет. Мы должны здесь, все, которые остались от нашего правительства и легитимно были избраны, должны работать на то, чтобы признание нашего государства было и деоккупация. А правительство мы создадим, когда это совершится, деоккупация, проведем там выборы, и там правительство, президент все выберем строго в рамках этой Конституции. Остальные разговоры здесь лишние, кто бы это ни говорил. И вот я говорю, откажитесь от этого, и тогда все будет. Вы совершаете вот эти все отступницы, вы говорите о том, что мы являемся частью России, вы говорили это в Лихтенштейне, вы говорили это в Швейцарии, вы это приняли декларацию в Копенгагене, вы приняли концепцию обоснованной независимости Чечни, так называемая, вместе с Ахмадовым, бывшим министром иностранных дел, приняли решение о том, что Чеченская республика как будто и нет, мы в составе России.
об этом написано в газете «Вашингтон-Пост» и в других местах, и теперь мы должны с вами соглашаться. С вами согласиться, это значит перейти на сторону Кремля. Мы это не сделаем, это наш народ не сделает, и наш народ принял решение и принял. Вот смотрите, там пятиконечные звезды, да, а у них девятиконечные. Что это такое? Это делать нельзя. И мы говорим, давайте возвращайтесь в конституционное поле, не надо эти разговоры вести подпольные. Снова. Мы пытались с ними в 2010 году, потом в 2012 году, потом в Берлине, потом, где это было, в Страсбурге, еще раз, много раз. Потом даже ко мне сюда приезжали наши люди, там Саид Хасан Абу-Муслимов, Ярай Сулумов, Муса Бамаги приезжали, и Закаев должен был приехать сюда, чтобы поговорить, сюда, чтобы мы встретились. Эти люди ждали 2-3 дня, он так и не приехал, а когда они уехали, обнаружили, что он находится в Польше, а им говорил, что он якобы, я говорю из всех, что якобы его не пускают назад с Англии. Так что вот эти все хитрости не надо делать. Есть один ход. Возвращайтесь, откажитесь от своей вот этой отступнической деятельности, и надо действовать, чтобы мы здесь на Западе единым фронтом не морочьте голову всем нашим людям, не обманывайте людей. Вот что я могу сказать им. Барклает. Полностью согласен. Если есть вопросы, давай еще. Так. Асланбек пишет, вот если ФСБ найдет нового молодого ФСБшника после ухода Путина, но думаю, военным это не понравится. Россия идет к Северной Корее, как вариант. Вот как вы считаете? Военные и ФСБ может противостояние палачей и боевиков, противостояние на России быть может? Ну, как сказать, это из области того, что я могу сказать, может быть и не может быть. Ясно одно, что та ситуация, которая там складывается, она не в пользу, скажем, Путина. Он же хотел захватить Украину, а он не может ее захватить. Теперь они, как вот ты говоришь, это женщина, отдайте что-нибудь, хоть что-нибудь дайте. Здесь признак того, что как раз это и есть признак того, что они ничего не могут сделать, и теперь уже просят у Зеленского. Отдайте что-нибудь. Теперь вот они хотят, как сказал этот Витков, позвонил Трампу, когда он летел туда-назад, сказал, он хочет встретиться. Трамп говорит, теперь я готов встретиться с ним, потом с Зеленским, а эта женщина говорит, надо хоть что-то отдать, украинский народ не убивайте. А что украинский народ убивает Зеленский? Разве в 2014 году захватили все эти восточные территории, Крым захватил, был тогда Зеленский разве? Разве это все, вот это ядерное оружие, все это передал разве Зеленский? Зеленский мог, если бы он был не такой крепкий, он бы мог сложить свои ушел бы где-нибудь в другой стране, жил бы, а там бы сегодня полностью Россия сидела. Вот в чем дело. Поэтому я думаю, что вот это заявление, которое сделала эта женщина, как ее звали, ты сказал? Мендель, Юлия Мендель, по-моему. Ну, может быть, так, я не знаю ее. Так что эти разговоры вести, это все не то. Это не для, как говорится, украинский народ. Украинский народ почуял вкус победы, и он от этого не откажется. Я так думаю. Ну, если так продолжаться, может просто украинский народ закончится, Ну, это вопрос, закончится, не закончится. Наш народ и то доходило, когда еще в 800-х годах, там, 700 на нас нападали, 2 миллиона народа были доведены до 120 тысяч человек, убиты были. Потом, после этого все, уже к 90-му году прошлого века нас было только около миллиона. Так что народ, он не исчезнет, я так думаю. Но это пугает, но вопрос в том, что есть международное право, есть, значит, справедливость,
И надо с этим бороться. Если нет, тогда будем всегда под пятой вот этих людей, которые будут постоянно считать одних людей рабами, а других людей, значит, хозяевами. С этим украинцы не согласны, как я вижу. И как не согласен чеченский народ и другие народы. Народы, которые находятся сегодня в составе, скажем, России, которые не смогли по причине того, что именно власть, которая сейчас есть в России, не дала им возможность избрать свой путь и захватила их. Это же тоже было преступление против этих народов. Я имею в виду вот татары, башкиры, якуты, ну и другие, которые сегодня они считают, что якобы. А эти народы вошли разве в состав этой России? Разве эти народы приняли решение войти в состав России? Нет. Это за них место подписали те бывшие коммунистические деятели, которые еще в Советском Союзе были. Друзья путь этого Ельцина тогдашнего, он тоже был тогда первый секретарь Свердловского обкома, и те были. Вот они вместе подписали и создали вот эту Россию новую. Кто? А эти люди думают, вот мы должны сейчас выйти из нее, а они говорят, нет, мы оттуда не выйдете, никуда не пойдете, говорят они. Если они никуда не выйдут из этой страны, то значит они будут закрепляться, значит внутреннее вот это все будет. Некоторые говорят, нет, мы вот развалим Россию. Сейчас это труднее. Труднее, но не труднее, но за это надо бороться. И главное, надо к этому подводить вот с точки зрения международного права бороться. Я вот многим им говорил, что вот этот момент есть, незаконно захвачены эти территории. Именно тогда, в 92 году, незаконно их захватили. И вот я вот говорил, ну как-то вот на это не обращают внимания наши вот друзья из других вот, которые на Западе, лидеры, они говорят, что мы там развалим Россию и все такое. Ну, развалить одно дело, но надо опираться вот эту правовую сторону, что незаконно они были захвачены тогда. Мы, чеченцы, смогли тогда решить этот вопрос, создав все атрибуты своего государства. У нас это все было сделано, а вот вам им это не дали сделать. Именно вот эти вот деятели, новые имперцы, к сожалению. Вот так вот, Аслан. Аят, вот вы сказали по поводу Армении, и вот это очень важно для нас, так же, как и Украина, уже, ну, только уже под боком у нас получается, хоть и не воюет она сейчас против России, но Путин пригрозил, сказал, что вот если вы пойдете путем Украины, то вас ждет такая же судьба, фактически припугнул. Как вы считаете, Аят, что ждет Армению, какие события нас ждут на Кавказе? Аслан, ты ко мне обращаешься как к провидцу. Но вы опытный человек. Что ждет? Что я могу сказать? Ясно, что напряжение будет, ясно, что Путин не случайно это сказал. Там у них находится база российская в Армении. Так? А там у них много военных. Они будут сейчас провокации там делать, будут стараться их как угодно. Ну, что они делали против нас в Чеченской республике? Как и тогда, в самом начале. Вот это они будут делать, стараться мешать. В то же время, если Запад их поддерживает, и если бы нас тоже тогда вот так поддерживали, как Армению, это, несомненно, это надо делать. Никаких разговоров не может быть. Это надо идти вперед. Я так думаю. А может возникнуть конфликт, военный конфликт? Россия Но может... это и будет военный конфликт. Это и будет военный конфликт. Это и будет. Так просто Путин не отступит. Хотя сейчас у него такое положение, что, чтобы он там не говорил, вот мы там, то он на 2 фронта не бросится, я думаю. Или на 3 фронта не бросится. Даже он туда, если те, допустим, примут решение или приняли решение войти в Европейский Союз, а те, если их примут, то уже никаких назад не надо давать. Я так думаю. Вот сейчас вроде бы конфликт в Иране немножко притих. И вроде бы там переговоры идут, там, хотя нет, постреливают, нарушают договоренности о перемирии. Как вы считаете, может ли возобновиться сейчас такая
крупномасштабная, полномасштабная война? Ну Или всё-таки этого не будет? да. Ну, по всем вот данным, Трамп заявляет, что я сейчас пошлю туда и снова этот пролив буду сам контролировать, и вам не дам ничего там, никто ничего не будет, я вам покажу. Он заявил же это. Сегодня Мгм. вот я сейчас слушал передачу, он заявил: "Никаких разговоров, я с вами не согласен, никакой не может разговор, вы чуть ли не сумасшедшие". Вот такие вещи он заявлял. Заявил, говорят. Заявлял, я не слышал сам. Ну, что-то говорят вот так. И теперь он едет к этому, руководитель Китая, там тоже будут договариваться. Они все эти вопросы будут обсуждать. Они говорят, когда он вот этот заявил, они вместе общались, все европейские лидеры, Трамп, они все вместе по, как бы, значит, по интернету все общались и обсуждали эти вопросы, так говорят. А там уже посмотрим, что будет и как. Мгм. Ну, тогда еще такой же, вопрос по ходу. Как только, немножко, война в Иране, вот накал этот снизился, Да. сразу появился новый вирус какой-то. Нас начали пугать новым вирусом. Вы, наверное, обратили на это тоже внимание, где-то на пароходе или на пароме где-то, а, уже есть летальные случаи и так далее. Что это такое? Они над нами издеваются или это реально какой-то вирус, или просто они считают, что вот постоянно нас нужно держать в каком-то страхе, нас нужно убивать или же пугать этой смертью? Ну, здесь, может быть, это действительно так и есть. Там птичий грипп был, свиной грипп был, потом этот ковид был. Все время об этом говорят, что это вот так, вот так. Но обоснованно это конкретно принято какого-то решения по этому вопросу до сих пор, насколько я знаю, нет. Болезнь есть, болезни, значит, грипп, то все. Сказать ничего не могу. Надо быть осторожным, одевать эти маски и ходить. И не верить тому, что вот это все есть на самом деле. Мне так кажется. Не поддаваться этой пропаганде. А если ты попадешь вот в больницу, я многих людей знаю здесь, которые были здесь вот у нас, которые приезжали вот сюда во двор, там прям аж забирали, увозили больные, а потом некоторые из них поумирали, несколько раз присылали и мне там, и другим моим, что, мол, давайте срочно приходите на лечение. Мы ни разу не пошли, ничего не стали это подчиняться этому, но выжили. Если этот пример вас удовлетворит, то не делайте. Будьте осторожны, вот что я хочу сказать. А может быть всякое, потому что есть же вот эти теории, а, говорили, что всего должно быть 3 или 5 миллионов человек в мире, остальных надо всех уничтожить и все такое. Но мы же знаем это все из области фантазии. Вот и всё, так я думаю. Или из какой-то пропаганды, которая расклеивает или распространяет, значит, ну, какие-нибудь там пропагандисты в целях каких-нибудь выгод для себя. Так я думаю. Мгм. Будем наблюдать, посмотрим. Посмотрим. Да, да, конечно, Аслан. Так, вот, в Дагестане, когда произошел вот этот потоп, такой Да. пока небольшой, и оползни были, и у нас в оккупированной Ичкерии, и в Дагестане, Путин сменил бывшего этого головореза, бандита Мелихова, и назначили какого-то нового, какого-то, не помню, Щукин, как-то, или Акулин, как-то его зовут, новый у них какой-то сейчас там А, появился. Щукин, откуда он? И не знаю откуда, не знаю Мгм. откуда. Может, ну, похож на кавказца. Может быть, кавказец, может быть, с Москвы, может, еврей. Ну, Щукин Говорят. не может быть кавказцем. Не, я имею в Он, виду внешне. речной В какой-нибудь, во Тимур. во да, речной. Водяной. Да, водяной. И буквально вчера, по-моему, выступая, какой-то муфти Ингушетии, сказал, что муфти или кто-то там, один из них, сказал, что нужно, что Рамзан Кадыров — это супер какой-то хороший
уровня, федерального уровня политики, и что было бы хорошо, если бы он возглавил бы весь Кавказ. То есть сменяют сейчас нового, поставили какого-то там, видимо, не очень такого сильного, как был вот этот головорез предыдущий Дагестане, и преступник, который у нас Да-да-да. воевал, убивал наших людей. Да, это убийца, И, да, я знаю. да, это убийца. И сейчас все подводит к тому, что будет вот создаваться вот этот проект Кечкин, Дагестан, Ингушетия и оккупированная Чечения. Что вы считаете, вот Кадыров могут назначить, возглавить вот этот проект или нет? Ну что, конечно, могут назначить. Его могут и во главе России посадить, Кадырова. Так что Кавказ для него это мало. Ну да, в принципе, он потянул бы Россию. Я думаю, из него намного лучше царь вышел бы, чем Путин. Я думаю, русские должны его принять. Они так нам его хотели, так радовались, что вот у вас такой глава, кого не спросишь, все, у вас такой глава, говорили. Ну, я думаю, такого царька русским понравится. Интересно. А, Есть вопросы, друзья? Задавайте вопросы, пишите. Так. Ну, что теперь? Вопросов если нет, то если мы можем вот поговорить о наших внутренних делах, мы уже говорили с тобой, я-то хочу повториться единственно, и тем вот людям, которые находятся за рубежом и самой оккупированной Чечении. Здесь надо быть очень внимательны, значит, на какие-нибудь провокации не поддаваться, не стараться, значит, делать то, что говорит, скажем, Москва. Они пытаются нас подтолкнуть под, как говорится, уничтожение. Да-да. Под то, чтобы у них есть план тот, который был еще тогда, 94 года, а то и позже, за подпись этого Черномырдина, тогдашнего бывшего премьер-министра России, где было намечено выслать всех чеченцев, всех, и заслать туда русское население, ну, русское или русскоязычное. Так что это у них было и есть. И сейчас быть в этом направлении надо быть осторожным. И если какая-то там провокация произойдет, у нас там завяжется какая-нибудь схватка или провокация, они могут это дело в случае чего организовать. Поэтому здесь мы должны быть внимательны. Это раз. И во-вторых, мы там на Кавказе, как раз на Северном Кавказе есть там, значит, такая нация, которая не была никогда, не имела ни своих князей, ни рабов. Мы как свободное общество жили во все времена. Мы все это знаем, чеченцы, мы знаем. У нас не было такого. А раз такого не было, нас хотят превратить в рабов, хотят наших людей превратить. Там искусственным интеллектом присылают делать какие-то против нас какие-нибудь ролики, пытаются унизить нас. Но мы же знаем, что это не так. Правда, есть среди нас отщепенцы, есть и те, которые перешли на сторону. Но это мизер. Наши люди выживали, жили, где бы они ни были, и в Казахстане, и в Сибири, они выживали, и снова как могли возвращались. Чеченский народ этой Российской империи ссылался 6 раз. 6 Да. раз. И представьте себе, что это такое. Поэтому мы должны понимать, куда клонит эта нынешняя империя. Если эта империя изменится, переформатируется и создать какую-то там на этой территории какую-то там другую систему власти, ну теперь типа Европейского Союза или еще что-нибудь, да, то в этом направлении можно рассматривать и нам свое участие в этом. Или мы будем в том, что мы на Кавказе, мы кавказцы. Поэтому мы здесь должны вот это все понимать. И здесь вот эти вот провокации, которые делают люди, которые здесь на Западе, не являются никакими, не имеют никакие полномочия от нашего народа, сами себя объявляют то религиозными властителями, то, значит,
протекторатами, то еще какие-нибудь, то, значит, в Европейском парламенте или Совете Европы делать такие чудаковатые заявления, что вот якобы мы там то сделаем, мы захватим. Нет, мы нормальная нация, нормальный народ. Но мы такие, что мы не хотим быть рабами, никогда не были. И поэтому Да, призываем и остальные народы, и те, которые на Кавказе, а они почти все такие, так? Вот к этому единству нам не надо где-то куда-то, вы знаете, снова под рабство, то ли под шапкой у Путина, то ли под шапку у другого, но быть в этой империи. Посмотрите, что в мире происходит. Поэтому наши люди должны понимать, особенно те, которые находятся на Западе, не обмануть, не давайте обмануть себя тем, что якобы вот там все эти исламские государства, надо их там прислушаться. У нас есть, мы верующие, да, мы мусульмане, но это не значит, что мы являемся какими-то экстремистами, там, бандитами или являемся какими-то сепаратистами, как нам говорят. Нет, мы нормально жили, и даже те времена, когда вернулись из Казахстана, никаких проблем особо не было, но когда этот Советский Союз начал разваливаться, еще тогда, только Чеченская республика была самая спокойная республика из всех республик тогда. Еще все удивлялись, почему это так, вот и говорили даже, вот в Чечне, Ингушетии там все нормально. А потом все это, когда мы увидели, что этот процесс пошел, вот этот развал, вначале хотели сделать, переформатировать Советский Союз, сделать его типа вот как Европейский Союз, такой вот сделать СНГ или еще что-нибудь, Союз Совет суверенных республик. Мы хотели подписать этот договор новый, но они его, значит, сами, как говорится, против выступили, развалили Советский Союз. И когда они, вот это все, процесс пошел, мы тогда, наши лидеры, сообразили, что в этой стране что-то может случиться, и нам нужно сделать так, чтобы мы были готовы к любым изменениям. И поэтому, будучи в Советском Союзе, мы приняли свободных выборов в тот период, избрали власть, президента, парламент, все структуры власти суверенного независимого государства. А когда Советский Союз рухнул, мы из него одной из первых республик Советского Союза вышли со всеми этими атрибутами и сразу приняли Конституцию в международном правовом поле. То есть как мы практически другим не удалось. Мы одни из первых вышли из Советского Союза как независимое суверенное государство, как полагается с точки зрения международного права. А нам препятствуют, мы боремся. Мы боремся на Западе, мы боремся по всему миру, мы говорим о наших принципах, и нам в этом смысле поддержки нету, особо нету. Украина сейчас сделала, Грузия это сделала тогда, потому что они понимали тоже, что это такое. Вот мне кажется, вот в этом направлении я хочу сказать нашей молодежи, кегенахи, не дайте обмануть и здесь. Не слушайте те, которые говорят, там ходят, не имеют никаких полномочий, айдл ума дация, айдл должду, айдл дацаста говоря, волшу. От нашей власти, которая избрана в 1997 году на очередных выборах, и было, значит, эти выборы были признаны ОБСЕ, то есть 57 государств мира, которые они подтвердили, что эти выборы были законными. Эти выборы поддержал, даже признали и Ельцин, они. Но они потом заблокировали, подписали даже, когда договор о мире, этот договор о мире Чеченская республика тогда ратифицировала. А вот Дума российская, ни Ельцин не подали на ратификацию договор. У них другие были планы. И они пошли снова на нас, и снова убивали, снова уничтожали нас. Поэтому мы имеем, я убежден, что наши люди, которые находятся там, в оккупированной Чечне, и за рубежом, прекрасно понимают, что это такое. Мы не за то, чтобы, мы не алчны, мы не то, что на нас хотят навесить. Нет, это не так.
Это не так, это не было так. То, что они наговаривают на первого президента, на второго, на других, это тоже не так. Да, ошибки были. Но эти ошибки, у нас в Конституции прописано, что все те решения, которые сделаны, скажем, против существования нашего государства, наши линии не имеют юридической силы. А раз это так, мы можем отмахнуться, сгрести с стола вот эту всю грязь и дальше идти на основе нашей Конституции, на основе декларации нашего государства, которая приняла, значит, которая была принята нашим народом, собравшимся со всего мира, от каждой 1000 человек один делегат. Это был референдум нашего народа со всего мира. Это был референдум. И там было принято решение, и там как раз выступал генерал Дудаев тогда, и потом он уехал к себе на службу, где он в Эстонии возглавлял этот атомный, или как его, летный стратегическую дивизию с атомным вооружением. Он уехал туда. А когда был избран этот исполком, то тогда в этом исполкоме оказалось несколько движений. Это вот эти прокоммунистические деятели, противники и другие, значит, которые разные. И они почти 2 с лишним месяцев не могли избрать своего председателя. А в этих разных там книгах, статьях пишет, что Жагар Дудаев, это он, мол, его прислала КГБ. Нет, никто его не присылал, он уехал назад. Он когда уехал, эти не могли месяца 2 с лишним избрать председателя исполкома, и в конце концов от усталости, как говорится, они не знали, что делать, они решили, вот этого генерала надо пригласить. И они поехали, представители этих 3 или 4 сторон, поехали к нему и пригласили его возглавить этот исполком. Он, так как он был патриот своего народа, потому что он понимал это, он вернулся и возглавил этот исполком. Так что вот эти сказки, которые там вот рассказывают, вот его там прям его избрали, его там какой-то за руку привел, там кто-то рассказывает. Это все басни. Это все басни, ничего этого не было. Я свидетель тому. Так что вот такая была ситуация, Аслан. Да, очень интересно, кстати. Я этого не знала. Вот вы Да. сейчас эту подробность рассказали. Я знал, что его никто не проводил за руку, но это очень интересно. Я надо вырежу этот кусок и выложу тоже. Мы уже больше часа в эфире. Если вы закончили, предлагаю закончить наш сегодняшний Хорошо, эфир. давай закончим. Спасибо вам. Дерес хуйну аят. Да. Дерес Спасибо, хуйну. Дерес. Да, си дуэла аят. Ана уаши масера. Всего хорошего, Адик. Всего хорошего, друзья. До свидания. До завтра. До завтра.